Говорят, что основатель кузнечного дела и первый предок всех кузнецов жил в республике Коми. В том месте, где сейчас находится большое и красивое село Карткирос. Первого кузнеца звали Корт Айка, что значит «железный человек». Его история имеет очень древние корни, а легенда о его подвигах несколько сотен лет передавалась от отца к сыну. Но сегодня дело Корт Айки вышло за рамки сказаний и в полной мере обрело почет и уважение. На родине кузнеца и чародея в селе Карткирос в середине июля проводится фестиваль кузнечного дела. Кузнецы и художники по металлу со всего мира съезжаются сюда, чтобы показать свое мастерство. Фестиваль, призванный возрождать кузнечное дело, сразу же стал одним из главных событий в культурной жизни Республики Коми. Кузнецы, а также несколько тысяч поклонников настоящего мужского ремесла приезжают сюда отдохнуть и погрузиться во времена язычества, когда боги были как люди, а люди мерились силой и отвагой с богами. Молодцы, только не выходите. Эй, Крауна! Пожалуйста! Давай еще раз. Жил у нас такой Кыртайка, очень древний человек. Много он ковал железа и прославился повек. Здесь наковал Кыртайка, делал это честно. И с тех пор у нас у всех характер стал железный. Народный хор «Зорюшка» и наша творческая команда рукодельниц, которая представляет наше подворье, потому что у нас не просто клуб, у нас дом народного творчества, у нас не только поют, пляшут, еще очень сильно рукодельничают. Настроение радостное, хорошее, встречаем старых друзей, сами веселимся и пляшем, нам хорошо. Близко ли, далеко ли, а есть на земле Кыртайки озеро Быты заповедные. Ведут к нему тропы лесные, да дороженьки прямоезжие. Автор идеи фестиваля и руководитель творческого проекта Татьяна Попова, начальник управления культуры и национальной политики администрации муниципального района Карткироский. В 2013 году концепцию фестиваля Татьяна изложила на страницах местной газеты «Звезда». Спустя год с достоинством представляла свой проект коллегам из Великобритании. Она осуществляет и поиск спонсорских средств на проведение фестивалей. В 2016 году опыт Татьяны Поповой признан лучшей муниципальной практикой социально-экономического развития территории средствами культуры в России. Здесь красивая природа, здесь очень гостеприимные люди. Особенность этого праздника в том, что здесь очень гармонично объединены фольклор, традиции, история и современность. Поэтому фестиваль получается интересным, так как он основан на историко-культурном наследии Карткиросского района.
Вдали голубой летят они в такие страны, а я остаюсь с тобой, а я остаюсь с тобою, родная моя сторона. Здоровья, да, пройдите, и вам здоровья, молодые люди, через дугу. Очень здорово, очень нравится. Каждое село показывает свою культуру, то, что они приготовили, картины, выпечка. Все очень красиво, здорово. Почти полсотни кузнецов трудятся над общей идеей. В течение фестивального дня своими руками они создадут кованый мост дружбы. Он украсит путь к местному краеведческому музею и станет одной из достопримечательностей районного центра. В основе дизайна моста – древний солярный знак. Каждый из этих элементов группа мастеров делала по своему усмотрению, то есть мы могли там использовать свою фантазию. Вот это получилась совместная у нас международная такая работа, российская, австрийская, германская. I'm Peter from Germany. Меня зовут Peter, я немец. I like this festival. It's very traditional festival, and it's natural. It is coming. Plants as the country, it's very beautiful. I like this. На фестивале жарко. Не только потому, что выдался погожий день, но и потому, что в центре площадки стоят молоты и наковальни. И не важно, что кузнецы из России, Германии, Австрии, Финляндии, Эстонии говорят на разных языках. Они понимают друг друга без слов. В их работе красота движений, сила, энергия и творческий порыв. К тому же дух карт-айки подсказывает идеи и объединяет. Постоянный участник фестиваля – житель Карткироса Игорь Усачев. Немного чудак и во многом мастер. Однажды Игорь принял важное решение – посвятить себя любимому делу, которое бы приносило доход. И открыл во дворе первую в селе кузнечную мастерскую. Сейчас он получает удовольствие от работы и делает мир лучше. Улицы Карткироса украшены его коваными изделиями. Его стараниями село становится центром возрождения кузнечного дела. У нас очень много зарубежных гостей, у нас очень много сейчас профессионалов приехало. У них есть у каждого своя идея, свой маленький подарок, который они делают нашему фестивалю, нашему району. Мне очень хорошо все зашевелилось, прям движение пошло, интересно, людей появился. Люди теперь видят разницу между сварными конструкциями и цельнокованными. Они уже разбираются, прогресс налицо. Пока кузнецы создают мост дружбы, сельские поселения Коми соревнуются за звание лучшего подворья. В этом году они представляют маршруты и развлечения для туристов. Попытались воспроизвести именно вот эту туристическую тропу, чтобы человек, который пришел сюда, он мог пройти вот так вот и на себе вот это все испытать. Вот это всякие вот такие испытания, которые, как когда по болоту человек идет, там с рюкзаком можно сфотографироваться. А еще на фестивале много традиционной еды. Можно попробовать напитки на травах и ягодах. Уха, мед, все северное, настоящее, подаренное природой.
как это прекрасно, когда люди находят контакт, даже не зная языков. И это так чувствуется в каждом кузнеце, в каждом подворье. И это мне так приятно, потому что только положительные эмоции и вот такой позитивный настрой дает этому празднику свою вот необычность и колоритность. Возник как будто ниоткуда огромный, грозный великан. Вселил он хаос в жизнь мирскую и реку цепи заковал. Мешалось все, как будто вихрем, стихии, воздух и вода. Перевернул миры Вертайга, где было небо, там земля. Легенда о Картайке рассказана в песнях, танцах, сказаниях. Это представление – магия древних легенд и этнических традиций, а также современного искусства. Красота и сила коми-фольклора вдохновляет кузнецов, пропитывает их творчество волшебством и тайной. Среди людей, простых и добрых, злодеем слыть не пожелал. Всю мощь огня, металла силу на добрые дела отдал. Ваши аплодисменты, друзья! Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Сергей Анатольевич Капликов. Дорогие друзья, сегодня на этой поляне мы с вами станем свидетелями уникальных и замечательных творческих композиций, замечательного стремления состязаться в искусстве, состязаться в мирном созидании, то, что может истина наша влить в металл. Фестиваль кузнечного дела – возможность любоваться настоящей мужской работой, силой мужского духа. На Картайке машут мечами, стреляют из лука, примеряют доспехи, сражаются в честных поединках и, конечно, присматривают к красавицам. Мы привезли доспехи, даем людям померить, посмотреть. Доспехи сделаны полностью по историческим аналогам. Также у нас площадка, где люди могут попробовать побиться сами. Снаряжение изготовлено по стандартам Федерации современного мечевого боя. Не травмоопасное. Просто негативно. Люди на мотоциклах – странствующие байкеры из клуба «Полярные волки». Волки перемещаются по фестивалям и собирают деньги для воспитанников дома-интерната, особых детей. Заодно продвигают идею взрослого, безопасного байкерства. Это когда мотоциклисты соблюдают правила дорожного движения и надевают шлемы. Вне праздников, днем, как правило, все люди работают, все на работе. А вечером, есть у нас такое место, собираемся традиционно уже в Сыктывкаре, на Театральной площади, возле фонтанов. Ты тоже байкер? Да. Как зовут? Маргарита. Когда за руль сядешь? Никогда. Цепи по бокам, вот в этих местах. Нет, я думаю, что вот в этих местах, тут и тут. Пойдем примерим, где по цепи. Работаю теперь с металлом. Творчеством занимался в определенный момент. Сделали вот такого кота. Решили его представить людям, чтобы посмотрели, что умеем делать, и на других посмотреть. Очень даже интересно.
ярмарка изделий мастеров. Многие туристы приезжают на фестиваль Кортайка именно из-за нее. Здесь все сделано своими руками и, конечно, душой. Такие сувениры, одежду, изделия для дизайна можно найти только в Республике Коми. Мастерская узорного вязания «Юга Тарт» здесь не просто так. Фирменная одежда кузнецов придумана и изготовлена Светланой Туровой и Сергеем Нестеровым. Каждый год они создают новые модели для фестиваля и знакомят посетителей с современной одеждой в этническом стиле. Мы представляем и Сыктывкар, и Картки-Росский район, потому что строимся в селе Джером. На фестивале этом уже участвуем 3-й год. Считаем, что это один из лучших фестивалей в Республике Коми, поэтому приезжаем обязательно в порядке поддержать. Мама так трудилась, что заболела. Приболела. Болела, но работала, старалась для кузнецов. Вы с английского легко переводите? Конечно. Я и со шведского, и с финского. Да вы что? И с норвежского, и с немецкого, и с коми. Я уже много лет занимаюсь лоскутным шитьем и считаю, что это очень теплое, домашнее творчество, которое необходимо, наверное, внедрять в нашу жизнь, потому что оно украшает любое жилище. Мастер по сену, педагог Елена Карагулина – человек в постоянном поиске новых идей. В этом году она привезла на Кортайку Коми вариант африканской флейты дождя. Эти обереги сделаны из засушенного борщевика. Главное, что это улучшитель настроения, потому что переворачиваешь, и настроение улучшается. Елена проводит занятия с дошколятами. На фестивале показывает урок по изготовлению рыбок из сена. Пальчиком придавили и ниткой намотали. Вот так, сверху плавничок. Для семейного отдыха на Кортайке работает детская площадка. Не могу остановиться и соседям спою свой рок-н-ролл летом и зимой. Холод и зной, летом и зимой. Спой со мной, летом и зимой. Холод и зной, летом и зимой. Спой со мной рок-н-ролл. Все удалось, погода удалась, настроение у всех великолепно, завершается праздник, я считаю, что с оценкой 5 баллов. Я не видел ни одного расстроенного участника, те, кто пришли увидеть, не говоря уже о тех, кто выступает на сцене, кто работает с кувалдами. Конкурс кованых снежинок проводится только на Кортайке. Дань северу, замерзшие кристаллы причудливой формы рождаются здесь из раскаленного металла. Кованые снежинки, которые привезли с собой кузнецы в качестве домашнего задания, останутся в Коми и будут показаны на праздничных мероприятиях к юбилею республики. Тот, кто работает руками, рабочий, кто работает руками и головой, мастер, а кто работает руками, головой и душой, художник. Так вот здесь большинство художников. Какой-то объект лично для вас показался наиболее симпатичным? Ну, тот, который я сделал, конечно, самый симпатичный. Брата Корхи Айки я сделал, о котором никто не знал. А он появился теперь.
наших кузнецов. Они молодцы, они сделали замечательный арт-объект. Я предлагаю всем спуститься вниз и сделать памятную фотографию. Вечерняя программа «Огненное шоу» в исполнении театра огня Power of Fire. Приезжайте на фестиваль.